Те, кто нас смотрит по Зуму, меня слышно? Прием. Проверка, проверка. Вы нас слышите? Коллеги из чата. Поставьте, пожалуйста, в чат плюс. Микрофон двигается, если и все. Потом не будет. Да, да, да. Пожалуйста, поставьте в чат плюс. А до этого я понимаю, Все отлично слышно. Всё. Кого переключать? Направо. Давайте мы потренируемся направо сделать. Такого фронта. Вот сделал? Сейчас. Сейчас, как вернуть окошечко Zoom, я его не могу раскрыть. Вот оно вот здесь, которое... А вот вернуть. Ага. Перед вами восхитительная цель, исполняя инструкции правильно, а иногда...
Добрый день, уважаемые участники. Давайте еще раз поприветствуем нашу этноспортивную группу руководителя Николая Яевина. Добрый день. Мы рады вас приветствовать на нашем публичном отчете благотворительного фонда «Харцхал» за деятельность 2023 года. Сегодня мы еще раз ознакомим миссию нашего фонда, цели, задачи нашей работы, какие проекты были реализованы, сколько человек охватили и какие результаты количественно и качественно удалось достичь в 2023 году. Немножко по программе. У нас, получается, будет обсуждение планов работы благотворительного фонда «Харцхал» на 2024 год, подведем итоги за 2023 год. Будет небольшая чайная пауза, и далее у нас будет совместная деятельность по созданию центров пребывания для детей с инвалидностью, библиотека возможностей при ДДК. И для приветственного слова я хотела бы пригласить председателя совета благотворительного фонда «Харцхал» Дружкевич Веру Петровну. Добрый день, дорогие наши гости. Я очень рада сегодня всех видеть. И сегодня особенно рада тому, что у нас благотворительный фонд работает и процветает, ведет свою деятельность. И сегодня вот у нас в 2024 году будет отчет 2023 года. И это очень рада, что мы расширяем наш совет фонда, что мы публично делаем для вас, для всех. Разрешите вот немножко чисто по регламенту представить вам. Сегодня у нас подключены попечительский совет фонда. Председателем фонда является Титилов Николай Николаевич, тоже подтвердил свою.
Также члены политического совета Анастасия Федорова, она у нас в Зуме, поприветствуем. Так. И Виктория Иванова, Альбина Прокопьевна, тоже она у нас в Зуме, тоже поприветствуем, пожалуйста. Так. И сейчас совет фонда, тоже членов совета фонда представлю. Юлия Петровна, председатель. Анёсова Юлия Владимировна, она тоже в Зуме. Юлю еще мы все поздравляем с рождением дочери. И она придется в паре второй раз рождает. Вот. Так что, Юля, очень рада видеть тебя. Очень рада всем тебя видеть. Так, и Винокурова Арина Игнатьевна тоже подключилась к нам в Зуме заочно. Разрешите, пожалуйста, начать наш отчет. И прошу Любовь Николаевну. Нет? Еще не все. Я очень рада всех видеть. Люблю вас, обнимаю. Честное слово, если она сегодня так сюрприз. Спасибо, Виктория. И также для ответственного слова мы приглашаем председателя политического совета фонда Дегтярева Николая Николаевича. Добрый день. Рад всех поприветствовать от имени фонда. Ну, конечно же, наш устав только расширяется в своей деятельности. Я буквально недавно меня попросили вспомнить вообще создание, да, воспоминания. Здесь, конечно же, большую роль сыграла сейчас депутат Государственной Думы Галина Георгиевна Данчикова. Ну, это было по поручению еще президента нашей республики Егора Павловича Борисова. Ну, и, конечно, здесь тоже самый главный виновник Вера Петровна Кучкевич. Раз, вот, Сергей, буквально вот Елена Александровна, министр труда и социального развития, с самолета сюда пришла, только что сегодня прилетела. Вера Петровна вчера в ответном зона прилетела, ну, зона боевых действий, да, она сейчас представитель координационного центра в Ростове. Очень серьезно поздравляем с отпуском, наконец-то, по да. И сегодня хотим услышать, ну, конечно же, составить вместе посмотреть план нашей работы на этот год. Всех приветствую и желаю плодотворной работы. Спасибо. Спасибо большое. Мы переходим к деятельности фонда, который нам представит директор фонда Егор Николаевна. Добрый день, я благодарю всех, что сегодня вы нашли время, смогли сюда подойти для того, чтобы выслушать наш такой вот открытый публичный отчет. Мы сейчас вещаем в Ютубе, да, и снова в Ютубе. На самом деле такую практику публичного отчета мы решили вести в прошлом году, но она была такая более узкая, а в этом году решили делать более широко. Итак, как же была реализована программа нами в 2023 году? Следующий слайд, пожалуйста. Можно вопрос попробовать? Ну, в любом случае, те задачи, которые стоят перед фондом, это содействие и поддержка тем семьям, которые воспитывают детишек с инвалидностью и детишек с ОМЗ. В прошлом году мы ставили перед собой 6 задач. Сейчас они должны были быть на слайде, надеюсь, появятся. Да? Может быть, я просто куда-то... Да, чуть-чуть туда можно быть. Немножко все. И вот там поймай его, и его спусти. Вот. Супер. Тут довольно много, конечно, я старалась, и мы поставили в этот отчет много букв и много цифр, потому что нам показалось, что будет логично. Задачи
И 5 задач, которые, по сути, остаются неизменными, это организация консультационной деятельности, деятельность ресурсного центра Трансхау Плюс, это наше сообщество родителей, это содействие развитию инклюзии. Следующая задача – это содействие системе ранней помощи, социокультурные мероприятия, это то, через чего хорошо знает наш фонд. Ну и последняя задача, которая всегда у нас меняется, и в прошлом году она у нас называлась «Деятельность по созданию новых форм работы в фонде». Это вот 6 направлений, по которым наш фонд работает. Но вторым слайдом, не повестки, не программы, я хотела бы показать это фото. Это команда нашего фонда, причем важно отметить, что это совсем не вся наша команда, потому что сейчас у нас есть 15 представителей. И тот момент, который я хотела бы отметить для всех, что среди этой команды только 4 человека, которые работают в штатном формате, то есть на постоянную заработную плату. Все остальные люди, это с нами сотрудничающие, это самозанятые и так далее, это те люди, которые поддерживают в той или иной форме наш фонд своими силами, эмоциями и так далее, так далее. Команду вот эту мы умножаем на 2, ну и примерно именно столько человек работает в нашем фонде. Дальше. Абсолютно открыто мы всегда показываем наши цифры, какие у нас поступления, из каких источников. Более того, все наши отчеты абсолютно открыто размещаются на сайте фонда в разделе «Отчетности». Так, в прошлом году вы видите, что мы получили более 15 миллионов рублей с республиканского бюджета, это субсидия на наше развитие. И внебюджетные поступления с учетом поддержки в натуральной денежной форме у нас составили 13 миллионов рублей. То есть всего 2023 год наш бюджет это больше 28 миллионов рублей. В принципе, можно говорить о том, что сейчас фонд по своей финансовой обеспеченности является самым поддерживаемым НКО среди НКО Дальнего Востока со стороны государства. Дальше. Что касается ресурсного обеспечения по источникам, вы видите некоторые проценты, да? При этом важно сказать, что в прошлом году по сравнению с 2022 годом увеличилась цифра процентная по обеспечению субсидий, но при этом мы получили, к сожалению, меньше грантов, потому что мы расходовали грант еще 2021 года. Но пожертвования на адресную материальную помощь у нас увеличились, причем прилично. Здесь вы видите эти цифры, эти проценты. Дальше, пожалуйста. У членов Совета фонда, у председателей Совета есть вся полная отчетность, ранее также она была направлена, я надеюсь, что удалось с нею ознакомиться чуть заранее. Направление использования денежных средств. Здесь я хотела бы акцентировать ваше внимание. Почти 15 миллионов рублей у нас уходят на мероприятия. Все то, что мы проводим в течение года во всех районах республики, по мероприятиям еще ниже расскажу, что это за мероприятие. В прошлом году 1 700 000 мы израсходовали на оказание адресной материальной помощи. При этом важно отметить, что эта поддержка меньше, чем в 2022 году, просто потому что так получилось, что в 2023 году у нас было гораздо меньше адресных сборов на лечение, на выезды, поэтому эта сумма получилась гораздо меньше. Создание условий для эффективной деятельности организации – это содержание нашего фонда. Осталось практически на том же уровне, как в 2022 году. И чуть-чуть увеличилось вознаграждение управленческого аппарата. Вы видите, это у нас получается 15% от общих расходов. Увеличение произошло на то, что у нас появилась долгожданная четвертая штатная единица. Те, кто руководят учреждениями, организациями, сейчас понимают, насколько это важно, когда есть человек в штате. И, наверное, сейчас улыбаются нашим скромным цифрам 3-4 человека, но мы этим действительно гордимся. Дальше, пожалуйста. Фонд базируется сейчас в 3 местах, при этом занимает немного больше 300 квадратных метров.
Это общественный центр, там, где находится наш офис. Это смарт-библиотека, там мы находимся совершенно безвозмездно, благодаря поддержке руководства города Якутска. И центр на Богатырева 11, дробь 1, который мы отремонтировали в этом году благодаря поддержке города Потанина. Там мы находимся только благодаря оплате коммунальных платежей, ничего не платим, также и поддержке города. Ну и наш основной офис, все затраты на его содержание, они у нас субсидии Министерства труда и социального развития республики. У нас есть два исправных транспортных средства. В прошлом году мы говорили, что одно исправное, одно нет. Но вот в 2023 году нам получилось сделать так, чтобы мы наконец-то все это отремонтировали. Ну и стоимость основных средств, вы видите, тоже ежегодно мы не показываем, она уменьшилась по сравнению с прошлым годом. Но в то же время нам удалось слегка уменьшить нашу материально-техническую базу благодаря, в первую очередь, гранту фонда Потанина. Дальше. Направление на мероприятие. Сколько вы тратили на те или иные задачи, которые я вам показывала ранее. На конструкционный наш центр 10%, видите, расхалтить 15%. В прошлом году нам удалось провести такой крупный грантовый конкурс, о котором мы еще поговорим сегодня, и поддержать наши родительские сообщества. На развитие инклюзивной среды более 2 миллионов рублей, это 16%. На систему ранней комплексной помощи, видите, совсем небольшие средства были израсходованы 4%. Ну и на создание новых форм работы, это те средства, которые были заложены в рамках фонда Потанина, президентских грантов и так далее, о них также мы позже расскажем. Всего на реализацию всех мероприятий было израсходовано более 23 миллионов рублей, что составило 93%. В принципе, неплохой результат, мы как НКО имеем право и можем оставлять у себя на счетах две бюджетные средства. Дальше. Ну и когда я думала, как сделать этот слайд, как поставить сюда всех наших благополучателей, сначала хотела много-много маленьких фотографий, потом хотела целую беременницу фото, но потом все-таки выбрала вот это доброе фото с нашего Нового года, который мы возобновили, да, к проведению, здесь есть дети и родители. Вы видите, что всего у нас благополучателей больше 23 тысяч. Здесь мы считали как людей, пришедших на наши мероприятия, так людей, получивших наши услуги. И самое главное, основная наша цифра на самом деле, это то, сколько состоит детей в нашей электронной базе данных. То есть с таким количеством семей мы потенциально работаем и оказываем им услуги. 23-й год был для нас сложным в том плане, что мы перенастраивали наших родителей, чтобы получать услуги фонда могут только те, кто состоят в электронной базе. Для этого нужно было совершить ряд шагов. К нашему счастью, практически большинство родителей с этим согласилось, смирилось и работает по этим правилам. Поэтому в данном случае мы ведем такой электронный, очень строгий учет. Дальше, пожалуйста. По адресной помощи вы видите, что у нас было поступлений 5 миллионов рублей. Сколько от кого, также вы можете посмотреть. Здесь и спонсорская помощь от учредителей, в данном случае у нас в сегодня зале Алмаз-Банк наш, один из 17 учредителей, который фактически единственный нас не бросает в течение этих лет, и каждый год увеличивает поддержку. За это мы благодарны. Также здесь сегодня юридические лица, предприниматели, которые нас поддерживали в течение этого года. Мы сегодня еще скажем спасибо. Довольно большая сумма у нас собирается по итогам года. И довольно большие цифры по физическим лицам. Почти 2 миллиона рублей у нас увеличение в этом году также кратное. Мы оказываем материальную помощь семьям, которые к нам обращаются, находятся в тяжелой жизненной ситуации. 54 семьи такую поддержку, помощь получили в этом году. Дальше, пожалуйста.
программные мероприятия фонда. Но здесь немножечко тех цифр, да, что происходило, давайте не будем их озвучивать, вы видите их на слайде. Здесь важно обратить ваше внимание на то, что сколько, например, консультаций в прошлом году получило больше на 900 человек, чем в 2022 году. Просто потому, что сама система консультаций, она была перенастроена и переведена больше в электронный формат, поэтому мы смогли охватить большее количество людей. Здесь видите, да, плюс-плюс, сколько у нас охватили наши представители, в принципе, в районах стало больше сообществ. К сожалению, мы, вот есть у нас такие промахи, вот по мастер-классу, например, охваты были такие высокие, как в 2022 году. Дальше. Фокусивная среда, ее развитие, это то, о чем мы говорим всегда и постоянно. Это самая большая светозатрата фактически у нас, да. Здесь вы видите охваты больше 1500 человек. Сколько у нас охвачено? Более 6000 человек. Все эти цифры мы берем из регистрации, из электронных форм, то есть это все нужно нами собирать для того, чтобы понять, сколько человек интересуется нашими мероприятиями, готовы с нами вместе идти. По ранней крупной помощи у нас было несколько меньше, 23 году по определенным причинам. Ну и проект «Подхват милосердия» также было меньше охвачено людей, но при этом больше суммы сбора. Дальше, пожалуйста. Создание новых форм работы – это 3 направления, над которыми мы работали, очень много про них рассказывали. Под каждое из этих направлений, из этих проектов мы сделали отдельные страницы на сайте, что тоже было довольно сложновато, но теперь очень понятно вообще, что это, про что это. Цифры вы видите, возможно, охваты не такие большие, но при этом это очень такая скрупулезная работа с этими конкретными семьями, педагогами и родителями. Добро пожаловать на наш сайт, знакомьтесь с нашими новыми проектами. Что здесь важно еще отметить, что все эти начатые проекты продолжаются, несмотря на уже, по сути, отсутствие грантовой поддержки, но все же мы нашли у себя внутри возможности ресурсов для того, чтобы их продолжить. Дальше. Долго я собирала на самом деле на этот слайд, чем гордится наша команда, потому что было немного больше тезисов. Самый важный личный для меня тезис, что фонд вошел в 131 лучшая благотворительная организация страны. Фонд, в принципе, там единственный из республики, но еще и в том, 131, мне кажется, это то, что заслуживает некоторых аплодисментов. В рамках развития инклюзии мы открыли молодежный центр «Среда», много про него везде рассказывали, не так много ребят в него ходят, как нам бы хотелось, но он действительно стал точкой местного притяжения, которое будет развиваться в будущем. Тем более он теперь у нас довольно уютный. Вот их работают, развиваются. Проект по инклюзивному образованию получил поддержку в прошлом году фонда президентских грантов, в этом году нет. Но мы решили, что мы сами его сделаем без всякой грантовой поддержки. Впервые специалисты фонда выехали в самые крупные промышленные районы. Это Минский, Болгарский, Мирнинский районы. И сделали это не за счет средств субсидий, а за счет поддержки крупных организаций, которые там работают. Благодаря этому, я думаю, у нас еще и приток абсолютно новых родителей и количество консультаций в принципе. Открылся у нас снова, включается наш большой теперь форум стал. Чудеса кино, наша визитная карточка. Прошел 10-й раз очень широко благодаря нашим хорошим теплым социальным партнерам. Действительно, ничего не получилось. И вообще важный тезис, который я хотела бы завершить свое выступление. Мы очень гордимся нашими новыми партнерами, людьми, которые нас поддерживали, нам помогали. 23 год для нас стал рекордным по количеству таких вот соглашений, договоренностей. И на самом деле это такой отдельный вид работы, которому мы отдельно уделяли довольно много внимания. Благодарим всех тех, кто поддерживал наш фонд в 23 году и останется, и остается с нами в 24. Дальше.
Ну и последний слайд, куда мы без QR-кода. Здесь размещена итоговая статья деятельности по 23 год. Все блоги, делитесь чем-то с друзьями, знакомыми. Поделитесь, пожалуйста, этой статьей у себя в соцсетях, отправьте группу в WhatsApp Аймахта, почему нет, да? Расскажите, чем он занимался и как он жил. Разделы по отчетности, финансовой отчетности, чтобы с кем-то их еще отдельно обсудить, они у нас размещаются несколько в новом разделе сайта, поэтому добро пожаловать на сайт фонда. Благодарю. И теперь прошу включить Елизавету Юрьевну слайд. Это такая штука. У нас была анонсирована интерактивное подведение итогов, поэтому мне хотелось бы сразу же это сделать, потому что мы сами оцениваем свою работу на хорошо, нам очень важно понять, как вы ее оцениваете. Для того, чтобы дать оценку нашей работе, дать замечания, предложения, я вас прошу отсканировать QR-код камеры нашего телефона. Это очень просто. Те, у кого получилось, помогайте, пожалуйста. Тем, у кого пока, к сожалению, не получается по какой-то причине. У нас видеослайд видно на Zoom? Хорошо. Коллег в Zoom я очень прошу, пожалуйста, сделайте то же самое. Для подключения участников. Видимо, что-то с интернетом, да? Да. Ага, все, Екатерина, Оксана. Это вот самые быстрые пальцы Екатерины. Да. Так, сама пожалуйста, подключайтесь. Для того, чтобы мы могли дать некую обратную связь, оценку. Мы могли бы сегодня дать микрофон всем, но тогда мы оставили здесь примерно на сутки. Что важно сказать, для вас, наверное, не очень понятно, почему мы находимся, пока вы подключаетесь, почему вы находитесь в этом помещении, да, например, не в офисе фонда, не где-то, где более прохладно. В прошлом году мы выбрали такую фишку, что мы проводили наши мероприятия везде, буквально по всему городу, по всей республике. Просили об этом наших партнеров, для того, чтобы родители приходили, видели возможности учреждения организации, как мы работаем в нашей республике, в нашем городе. Для того, чтобы эти организации видели, оказывается, не столько скал, которому приходят, да, и что-то происходит. Вот. И поэтому мы выбрали такую вот партнерскую историю. Сегодня здесь мы, потому что здесь будет открываться новый проект, о котором мы поговорим сегодня в последней части нашего мероприятия. Итак, у нас примерно половина подключенных. Отлично, мы можем начинать презентацию. Какую сферу вы представляете? Пожалуйста, ответьте на вопрос. Возможно, что-то мы не учили здесь, какую-то сферу. Кого вы себя, пожалуйста, отнесите? Вы с министерства, или вы наш партнер, или член совета фонда. Время ограничено, надо напомнить. Да, там ограниченное время. Вот тут его видно. Да, 9 секунд у нас осталось. Вот. 7, 6, 5. Можно? Получается? Успеваете? Можно показать ответ. Нет, он не показывает ответ. Да. Давай. Ну, примерно, да, вот мы смотрим, мы видели, пошлите к следующему слайду. Давайте. Вот здесь уже можете тремя фразами дать оценку. При этом очень просим быть объективными. Например, возможно, кому-то из вас, из партнеров, не хватило взаимосвязи с нами. Или, может быть, что-то произошло, да, или, может быть, что-то было очень классное, о чем вы хотели бы сказать, например. Мы вот прям полюбили это. Да. Открытый, активный, добрый, дальше больше. Объективно говорим о том, как вы оцениваете, в принципе, работу, для того, чтобы мы это поняли. Мы это потом будем скринить, да, себе оставлять, вот, радоваться или что-то обсуждать. Но пока я вижу все такое более-менее позитивное, положительное. Это анонимно. Больше, молодцы, хорошо. Так, можно следующий слайд? Можно следующий слайд. Спасибо. Никто
может, идете сюда не добавил, да, почему-то. Здесь тоже ограниченное время, смотрите, 40 секунд. Какой проект лично вам больше всего нравится? Родители более взрослых детей всегда говорят «центр среда». Родители маленьких ребятишек говорят «обожаю полностью диагностику». Да? Те, кто любит всякие мероприятия, пишут там, например, чудеса кино и так далее. Ну вот дайте, пожалуйста, обратную связь, какой вам лично проект больше всего запомнился, понравился. Успеваете это сделать, осталось 5 секунд. Я надеюсь, нам покажут ответы, показать. Вот он там в квадратике где-то прячется. Ну, российская разработка, она отличная, но что-то мне пока еще не докручено почему-то. Ладно. Мы потом покажем и разместим в соцсетях. Так, ну и следующий слайд. Что бы вы добавили в программу фонда, пожалуйста, проговорите. Пока вы это пишете, здесь целых 1,5 минуты. Я хотела бы, не передавая микрофон Екатерине, передать микрофон сразу же нашему курирующему министру Волковой Елене Александровне. Ага. Труда и социального развития республики. Тут мне вручили подарок, который я должна передать сразу же Елене Александровне. Пожалуйста, это как будто бы сцена. Так, что хочется сказать? Как вы поняли, у нас максимальная поддержка государства, да, и мы всегда везде об этом говорим. И личная поддержка министра, которая нам всегда ощущается, да, то есть мы обсуждаем что-то, да, мы переписываемся, корректируем нашу работу для того, чтобы она более была подходящей для наших семей, да, потому что все же министерство всегда знает, как лучше строить проекты фонда государственной политики. Мы вас благодарим за эту поддержку, вот таким небольшим, но очень милым подарком, я чувствую. Я даже не знаю, что там, если честно, будет большой сюрприз. И даем вам микрофон и благодарим. Спасибо. Это брошка нашей керамической мастерской. Она с пылу, с жара из печки скоро застынет, и вы сможете ее, ну, застынет, имею в виду клей на застежке. Да. Я тогда сейчас уже ну, во-первых, спасибо коллеге, что начали организовывать именно публичного фонда. Да? Наверное, это достаточно много формат для фонда, но это, наверное, важно, когда здесь не только, так сказать, это профессиональное относительство, здесь могут быть профессиональное правительство. Да? Как Николай Николаевич сказал, в 2015 году было различные студии для получения руководства республики. Правильно, достаточно большие проекты, если предложить скучные, да, а чем делать для нас находится. Так были основные направления, кроме адресной поддержки правовой, которая всем очевидно понятная и должна быть. Все-таки Николай Николаевич тогда определяли более широкие направления с точки зрения не способов материальной поддержки, которые безусловно необходимо, если у нас есть трудная ситуация, но именно хотелось создать систему помощи, да, различных комплексных услуг, в принципе, человек с семьей могут обратиться, и в рамках формата, который включает только искусство реабилитации, да, и сегодня проекты, которые когда были заложены, они успешно, не все тогда реализуются. Но очень, конечно, здесь хотелось бы отметить, что тот не стоит на месте, уже 12 лет, да? С каждым годом направление расширяется, это много подчеркнуть. И это очень здорово, что коллегия расширяется, значит, так скажем, и по направлениям, расширяет эти направления, поддержки различных форматов.
использовать различные варианты привлечения финансирования. Спасибо вам огромное, коллеги, что в этом участвовали. Вы видели вот первый слайд, очень научный, да, который показывает, что динамики мониторинга увеличивает привлечение бюджетных источников, что, конечно, ну, поддерживает наши исследования в очень степени. Поэтому очень хотелось бы отметить, что формат, современные форматы, цифровой контент очень хороший, Юлия Николаевна периодически посвящает. Ну, вообще у нас, как вы понимали, список предоставляется на основании конкурса, соответственно, соглашения, или программный отчет, это все очень внимательно изучается специалистами. Ну и руководитель специально посвящает, соответственно, всегда определенное время разбираем с тем, чтобы более конкретно прочувствовать, в каком моменте на какой стадии мы находимся. Вот представитель вот, на разделении отмечает, значит, цифровой контент, очень современный, хороший сайт, возможности обучения, которые в этом году реализовать, видеоуроки, насколько вот я имела находится, да, то есть это такая методичная работа, такая, в моменте, когда организовали, и ограниченная необходимо изучить поддержку. Мы это исследовали тоже, да, научных людей, поэтому это прямо расширение охвата наших семей, наших родителей, которые необходимо. Поэтому, коллеги, спасибо. Вот, на следующий год также, на это, точнее, на 4-й год тоже уже сумма определена, конкурс состоялся, соглашение, надеюсь, подписано, вот, сумма больше, чем будет за 2023 год. Поэтому мы дальше работаем, что называется. Но все просто и вот основная программа, мы, честно говоря, ну, я думаю, контекст, если говорить, для того, чтобы система реабилитации расширялась в различных форматах. После сегодня мы, например, это как знаете, на тот момент не могли переводительного центра, на более электронной работы с родителями, да, какие-то вот такие новые внутренние, значит, успешно нам реализовал, продолжаем это направление. Поэтому я не хотела бы сказать, значит, и далее, да, работаем, стремимся улучшить, расширить технологии. И вообще на перспективу, плане случае, на этом тоже говорила, что я вижу, где-то в шкафах маленьких остальная примерно представляю на каких условиях, да, это привлекает, но мы уже в этот период формировали значит, мы представляем фактически, а потому, наверное, уже надо задуматься, но кроме грантов, мероприятий, да, у нас уже пришли нам уже, наверное, это, наверное, даст еще один чуть больше подсчет на развитие фонда. Я вас поздравляю, коллеги, с командой и родителей на всех сегодня. Я не знала, что это партия.
Российское рейтинговое агентство, значит, проводит, получается, отдел заочек благотворительных организаций, это, наверное, дорого стоит. Спасибо большое. Желаю вам успехов, дальнейшего развития. Я хочу вручить благодарности, да, благодарности коллегам, сотрудникам некоммерческих и родителей некоммерческих организаций, которые непосредственно работают в работе, по реабилитации и поддержке бизнеса. Так, мы приглашаем Анисию. Анисию вы будете куда давно? Люция Федотовна, заместитель руководителя Союза родителей детей с синдромом Дауна СОЖ. Панова Анна Сергеевна награждается директор управляющей экономической организации. Рефлясова Галина Прокопьевна, директор автономной экономической организации. Что на самом деле поддержка, да, непосредственно фонда, программа включает, так скажем, комплекс мероприятий, коллеги по практике, если я не права, направлена на поддержку коммерческих организаций, которые у нас значит, достаточно серьезно функционируют в республике. Фонд является самым ресурсным центром, который начиная с методической поддержки, в этом году даже включили отдельно мероприятия, которые и уже и финансово за счет средств бюджета республики поддерживают реализацию отдельных проектов, которые ведут наши коммерческие организации по различным направлениям. Ну и хочу сказать, что у нас в России, да, на особый ребенок, вот коллеги, вот они являются социальными партнерами, они реализуют программу по сопровождению образованию наших ребят инвалидности. Мы об этом долго, когда мы говорили, включились в федеральный проект, и, собственно говоря, не выделяют от живой металла, выступили в масштабировании против, говорили, общаются, говорят, почему мы можем И пару слов обратной связи. Связь. Я ведома наша. Да. Конечно, большое спасибо, огромное спасибо каждой семье, которая приходит на фонд. И сегодня, вот, если интересный 2011 год, когда вообще никого ничего не вообще было забыто, я вот сижу и прямо волнуюсь тем, что сейчас происходит. Это история, которая мы так прочитали, чтобы наш помощник был платформой государства, общества и бизнеса.
Вот именно все их объединить усилия точечно на реабилитацию, социализацию наших ребят и наших семей. И я сегодня с вами горжусь всеми, потому что я сегодня увидела то, что мы сделали еще 10 лет тому назад. Молодцы, молодцы, молодцы. И вот именно мы добивались того, чтобы, да, от именно государства и общества. И это всего потому, что она может сказать, что это та платформа, единственная такая платформа, я хотела сказать, которая дает себе как показатель, что можно работать, что можно это делать, можно осуществлять, и будет результат. Я всегда радуюсь, когда наших ребят, и наших семей приезжают такие глаза оптимисты, такие красные, вы миссии не забыли, вы честно, молодцы, я вас люблю. Большое я напомню, что все наши отчеты за все годы деятельности вы можете посмотреть на нашем официальном сайте добросахар.ру, там есть отдельная вкладка отчеты и прям все текстовые, финансовые, там все набегано. А сейчас мы приглашаем участников театра студии «Маленький Крит» под руководством Андрея Дамба. Здравствуйте. Перед вами дешевая реклама. Если что, обращайтесь. Все.
мы продолжаем, и для обсуждения плана работы Государственного фонда ХРЦХ на 2024 год мы приглашаем временно исполняющего обязанности директора фонда Елизавету Александровну Зарубину. Всем добрый день. Оказывается, когда просишь вставать, ну, как бы, да, не можешь встать, а там хочешь где-то там в уголочке стоять. И очень интересно, когда я пишу, что сейчас исполняю временные обязанности, меня спрашивают: ой, а вы давно в фонде мы вас не видели, там, как будто бы первый раз, кто-то даже, да? У меня есть очень интересная история, которая приключилась со мной, чтобы вы понимали, чем я занимаюсь. В общем, я приняла решение перейти со своей работы на другую работу в фонд, и мы с мужем приняли решение расширить нашу семью, став приемными родителями. И нам сотрудник опеки сообщил, что по нашим требованиям мы ребенка будем ждать очень долго. 3-5 лет, и мы спокойно занялись своей работой. И как только я подписала трудовой договор, через 2 недели осуществляется звонок, нам говорят: кажется, у вас скоро будет ребенок. Я ему говорю: ну, кажется, у меня скоро будет ребенок. Ну, 9 месяцев же длились, как кажется, 9 месяцев нету. Вот. И так я стала мамой маленькой девочки, и одновременно сотрудником стала. Вот. Да, дети растут, позиции тоже растут, но вместе с тем растет ответственность. И мы бы очень хотели рассказать вам, чем вы будете заниматься в этом году, вместе с тем, заручившись непосредственно вашей поддержкой. Пожалуйста, листайте листов. Мы расширили наши задачи и миссию, которую мы перед собой ставим. Мы очень хотели обеспечить нашим подопечным уверенность в реализации своего потенциала в будущем по мере взросления. Также мы бы хотели вовлекать общество в деятельность фонда и вообще в поддержку инклюзивного потенциала общества на всей территории нашей республики. И мы, конечно же, мы очень хотели бы создавать комфортные условия для благополучия жизни семей с детьми с инвалидностью и различными возможностями здоровья. Здесь у нас указано также много блоков про наши цели и задачи. Я думаю, что те, кто давно с фондом, вы понимаете, что в первую очередь мы создаем условия для того, чтобы была возможность принести все свои радости и гордости к нам, и вы смогли помочь поддержать всех по этому. К сожалению и к счастью, тут можно по-разному смотреть, количество детей с инвалидностью ежегодно увеличивается. Это связано с разными причинами, но так или иначе мы вынуждены констатировать тот факт, что семьи, которым необходима наша помощь, поддержка, их число ежегодно увеличивается. Важно отметить, что есть разные статусы, например, дети с инвалидностью сейчас официальный статус более 6 тысяч, но между тем есть дети с ограниченными возможностями здоровья. У них может не быть инвалидности, но их количество гораздо больше, в настоящее время более 8 тысяч в республике. Дальше, пожалуйста. И в первую очередь, когда семья сталкивается с тем, что у ребенка долгожданного, возможно, даже есть какие-то сложности, возникает вопрос, куда идти и что делать. И для этого мы организуем деятельность, мы называем наши службы заботы, кто-то называет ее колл-центр, в общем, по-разному. В этом году нам очень повезло, и мы немножечко изменили позицию специалиста службы заботы, теперь это у нас интеграционный консультант. Это специалист, который владеет пониманием того, куда может пойти ваш ребенок, и проконсультировать вас, есть возможность сразу по тому, как вы обратились к дальше, пожалуйста. Как ранее было упомянула, мы формируем электронную базу данных для того, чтобы нам была возможность оставаться с вами на связи, потому что нас не так много, но люди думают, что нас много, но нас немного. И иногда у нас не хватает возможности дотянуться до каждого, поэтому мы стараемся
стараемся всеми доступными способами с помощью рассылки в группах, на электронную почту, обновления на сайте рассказывать вам о том, что мы делаем в этом месяце. И вообще. В первую очередь мы, конечно же, как первичное звено оказываем оказание, да, оказываем индивидуальные консультации. Это консультации узких специалистов, так и команд нашей комплексной диагностики. И, конечно же, оказываем половое сопровождение нашим семьям, при которых могут возникать некоторые трудности. Для того, чтобы провести такую исследовательскую работу, ФОР реализует мероприятия по развитию системы онлайн помощи. В этом году мы значительно видоизменили и ставим перед собой задачу узнать, насколько мы удовлетворяем запрос нашей целевой аудитории малышей для того, чтобы понять, есть ли профилактика инвалидизации детишек, потому что все-таки, ну вот кто работает, например, в практике, да, заметили, что сейчас у нас есть такое даже выражение постковидные дети, это дети, которые родились в пандемии либо после, которые уже есть некоторые трудности, которых мы ранее не отвечали. Вот, в рамках крайней помощи мы оказываем поддержку нашим родителям, но и курируем детские сады, которые ходят наши детишки. Хочу очень отметить, что по детским садам гораздо лучше ситуация, чем в школах, потому что детские сады берут всех детей вне зависимости от каких-то различных факторов, да? Вот, дальше, пожалуйста. Ну, конечно же, всю нашу информацию мы размещаем у нас на порталах, на платформе. Вот. И в этом году у нас добавляется новый проект, который называется «Центр перевода пребывания». Благодаря поддержке нашего партнера, у нас теперь банк перестраиваем немножечко наш офис. То есть у нас сейчас там есть некоторые ремонтные изменения, где будет организована вот эта работа. Также мы предоставляем услуги по временному поводу инвалидности, то есть это профессиональная меры, которые можно прийти посидеть с ребенком, пока мамочка или семья может делать что-то, может менять пожалуйста. Но сегодня мы позиционируем нашу встречу как проведение в том числе нашего ресурсного центра «Капстал Плюс». Я, кстати, отмечаю, что у нас очень много фантазий, поэтому все «Капстал», просто мы чуть-чуть видоизменяем. Вот, поэтому у нас «Капстал Плюс» — это расшифровка нашего ресурсного центра, в рамках которого мы поддерживаем наши родительские сообщества, некоммерческие организации и любые инициативы, с которыми к нам приходят партнеры, кто угодно, то есть любой человек, будь то вообще, возможно, никогда не реализующий свою работу в нашей сфере, может позвонить нам, и мы обязательно дойдем до применения вашей полезности. Дальше, пожалуйста. Так, ну, в рамках нашего центра «Капстал Плюс» мы ездили в Мирный, мы ездили в 19-й мир глазами ребенка. В Мирнинский район мы съездили, например, в первый раз. Это было достаточно интересно, потому что мы бывали в Италии, в праздниках зима и снег до сих пор, да? Вот, между тем, у нас есть представители, которые работают в районах и достаточно ведут такую важную, нужную публичную деятельность. Ну и, конечно же, мы проводим семинары, тренинги, мастер-классы и для семей, и для детишек, и для всех, кто так или иначе соприкасается с семьей, которая есть ребенок с инвалидностью или с ограниченным возможностью передачи. Это третий уровень, сегодня я точно по совсем чуть-чуть. Ну, в этом году у нас также откроют двери наши слушатели, они уже работают, если я говорю откроют, то, что мы разместим набор нашей некоторые студии, которые мы перезагрузим. Ну и, конечно же, мы проводим при поддержке, например, Министерства образования, участвуем в неделе инклюзивного образования, проводим уроки доброты. Уроки доброты мы проводим как в учебных заведениях, так и на предприятиях, куда может прийти человек с инвалидностью. Дальше, пожалуйста.
Ну, это все наши большие проекты, которые мы реализуем, которые в свою очередь помогают решать системные вопросы, которые необходимо решать в настоящее время. Ну, например, вот, в прошлом году, да, несколько слов про наш проект «Интеграция диджитальных партнеров», организованных президентских грантов, что, например, позволило привлечь внимание органов исполнительной власти и общественности к вопросу обучения детей с инвалидностью. И в этом году 5 ресурсных классов открыли свои двери. Это может казаться как бы, что такого в том, что дети пойдут в конкретные классы и общеобразовательной школе. Но для нас, для родителей, для специалистов это большая победа, потому что есть некоторые сложности с тем, чтобы интегрировать людей и детей с инвалидностью в общество, и поэтому благодаря нашим проектам мы делаем то, что позволяет облегчать жизнь. Мы в конце тоже решили показать вам, избавить вас от текста и показать вам логотипы наших акций и мероприятий, которые привлекают внимание общественности к вопросам инвалидности. Например, сейчас у нас начнутся тематические дни, например, Всемирный день распространения информации об аутизме, Международный день синдрома Дауна. То есть это те мероприятия, когда мы иногда бываем одежду периодического цвета, фотографируемся и рассказываем в своих социальных сетях о том, что есть такие дни, есть такие люди, и поддерживаем. Ну, японцы, в очередь, реализуют акции, которые, опять же, направлены на поддержку их реализацию. Вы можете посмотреть, размять немножечко свои шеи, как мы написали у нас на стендах. Мы выделили некоторые из наших проектов, которые были реализованы в 2023 году. Некоторые инновационные, некоторые при поддержке нашего конкурса акселератора социальных проектов. Вот, можете посмотреть. Ну и как последнее, ну что еще, мы очень хотели бы дальше, пожалуйста. Так. Просто культурные мероприятия, вам понятно, мы ведем достаточно открытую политику информационной открытости, поэтому у нас есть YouTube-канал, Telegram-канал, ВК-группа, везде подписывайтесь, пожалуйста, будьте с нами на связи. Дальше. Ну и, конечно, мы приглашаем вас учиться в наш учебный центр Стужа, искал просто учебный центр Стужа. Мы получили образовательную лицензию достаточно давно, и в этом году у нас появился человек, который нам сделал красивый сайт для того, чтобы была возможность учиться, знаете, как в российских институтах образования, видеоуроки, наши специалисты записывались в студии, то есть мы пробуем новые способы работы, и это очень радует и нас, и наших обучающихся дальше. Ну, про ресурсное обеспечение мы уже ранее говорили. Вот, поэтому дальше, пожалуйста. Да. Вот здесь вот есть все наши площадки, на которых мы представлены. Это телефон нашей службы работы, то есть наш сайт. В сервисе «Были слайд» у меня есть слайд, если получится его запустить. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сказали, чем вы помогли нас поддержать в новом 24 году. Получится у нас запустить? Ага, да. Вы, получается, это у нас второй экран. Наша форма открыта в браузере с помощью формы. Так, ну здесь все те же люди, которые ранее были добавлены. Да, наверное. А вы, наверное, уже закрыли, да? Да, не очень такая. Хорошо, давайте тогда мы с вами договоримся о том, что мы вас записали, запомнили, сфотографировали.
Поэтому мы к вам обязательно в течение 24 года придем, попросим вас о помощи, поддержки или еще чего-нибудь. И вы прям торжественно решите поддержать нас. И пока у вас есть время подумать, как вы могли бы это сделать. У меня на этом все. Перед тем, как мы перейдем к следующему спикеру, мы бы очень хотели. Хорошо. Хотим, да, хотим. Хорошо. Я сейчас скажу, почему я хочу извиниться. Хотим, Да? Спасибо. Мы очень много говорим про важность благотворительности и про поддержку наших проектов, потому что складывается впечатление, что ну, хороший. Вот. В общем, дело в том, что у нас есть люди и организации, которые принимают решение добровольно помогать стране. При этом мы ничего не делаем, но мы очень радуемся, когда люди сами смотрят на нас и говорят, почему мы могли бы вам помочь, мы хотим вот это сделать, вот это. И в рамках фонда есть награда или гордое звание, которое представляет для нас очень большую ценность, называемое «Катастрофа добра». И в этом году, по результатам 2023 года, мы бы хотели пригласить наших послов добра. К сожалению, один посол у нас был с ребенком, принял решение, получил свою награду и ушел. Мы бы хотели пригласить на эту сцену Коркина Андрея Олеговича и вручить ему нашу плакетку «Посол добра». Можно прорекламировать магазин. Да, мы обязательно рекламируем магазин спортивного питания «Больше пить в Германии». Давайте я сейчас скажу, что мы подарим. Мы очень хотим, чтобы все свои рабочие вопросы вы записывали именно в наш ежедневник. Да. Поставили все наши награды, которые мы вам дали, в самое видное место в вашем магазине, чтобы покупали как можно больше. Это изделия нашей мастерской. Поэтому пусть ваши менеджеры по продажам каждый раз говорят о том, что вы поддерживаете фонд, и они покупали у вас еще больше. Скажите, пожалуйста, почему вы приняли решение поддерживать наш фонд? Андрей пришел сам причем. Да, сами. Не заставляли, да? Да, пришел сам, потому что не знаю, что в семье. Наш такой богатышка, кстати, самый в свое время. И он это нам нужна помощь. Все, заход я там Александр, каждый. Так, ребята, ладно. Давайте вообще вот это сделаем. Да. Пойдем вот. Скажу про второго посла добра, о том, что иногда возникают трудности с формированием у наших семей по вопросу закрытия базовых потребностей. Это такое понятие, как ежедневный вопрос по поводу того, что сегодня мы будем кушать. И у нас вот есть партнер, магазин «Студио», который собирает продуктовые коробки, которые ежемесячно мы раздаем семьям, которые нет, вот. Мы также вручили плакетку «Послов добра» и очень хотим, чтобы послов добра в нашем мире было больше. Всем спасибо. И мы идем далее. Дальше у нас по плану проведения того, работает сообщество «Красава Плюс», и здесь хотела бы передать слово нашей представителя издателя Всероссийской организации родителей и детей с инвалидностью.
как на новом уровне, на самом деле. Добрый день, уважаемые друзья. Очень рада вас сегодня видеть. И сегодня хотела бы очень много время рассказала про бог, который нас объединил, и чернец, форма, которая нас объединила, является добрым что она называется только еще она открыла региональное отделение в России. Республика Саха-Якутия, да, это действительно было решение Веры Зеленой в 2019 году. В нашей республике Саха-Якутия было открыто региональное отделение Российского общества и хотела бы я рассказать о наших результатах за 2023 год. Российская организация развития детей инвалидов создана для продвижения инициатив родительского сообщества. Создана для достойного жизни общества. Честно, наверное, каждый родитель, имеющий ребенка с инвалидностью, не хочет, чтобы наши дети жили достойно. Деятельность направлена на улучшение качества жизни, взаимодействия с организациями, властями, ведомствами. Мы добиваемся соблюдения прав, предоставления качественных и разнообразных услуг во всех сферах деятельности жизни и взрослых с инвалидностью, а также благополучия семьи. Ну, здесь можно посмотреть, да, все сферы, которые касаются, наверное, обязательно людей с инвалидностью и в таких направлениях работают каждый. Это основные результаты реабилитации, это рождение семьи, образование, технические средства реабилитации, да, здравоохранение очень важная сфера. В этом году в состав регионального отделения России вошли руководители крупнейших НПО нашей республики. Это очень важно, потому что как раз руководитель один не может знать, да, все сферы технологии. Поэтому это очень важный момент, когда руководители НПО могут говорить и давать сигналы, какие где какие проблемы, где какие предложения, да, может быть. Вот это как бы очень важный момент. Наше региональное отделение конструктивным диалогом взаимодействует с широким кругом вопросов с региональными властями, министерствами, бюро медико-социальной экспертизы, отделением СВР приходит общественные советы ведомств. Наше региональное отделение вошло в состав родительского совета Российской Республики, и также это единственная организация, которая представляет интересы детей с инвалидностью, которая вошла в общественный совет при Министерстве здравоохранения Республики Саха-Якутия. Региональное отделение ведет работу в тесном сотрудничестве с прокуратурой Республики Саха-Якутия, а также города Якутска, для соблюдения прав наших территорий, обеспечения лекарственным, естественным питанием, переносным другим вопросам. Итак, на сегодняшний день полностью решена в нашей республике проблема обеспечения системы мониторинга глюкозы и инсулиновыми медицинскими изделиями, которые необходимы для детей с заболеванием сахарный диабет первого типа. Это примерно около 250 детей в нашей республике. Также частный контроль вопрос объяснимого ожидания, что инфекция клиническая. Наверное, мы сталкивались с этой проблемой, да, когда записывались на результаты очень длительное ожидание. Но вот этот вопрос мы сейчас как раз прорабатываем. Мы его не Второй год по инициативе нашего регионального отделения совместно с Министерством здравоохранения и Институтом советского благотворительного фонда мы проводим комплексные досмотры для родителей детей с инвалидностью. Это как бы очень важный проект, причем этот проект уникальный, тем, что ни в одном регионе Российской Федерации такого проекта нету. Наше Министерство здравоохранения пошло на такой шаг, чтобы в выходные дни организовать комплексные досмотры для родителей детей с инвалидностью. И по итогам этого комплексного досмотра вполне необходимо были направлены родительским специалистам. Кроме того, в этом году акция расширила свою географию и пошла в некоторых районах детей, как Сангалакском, Мидиках, на Сангалакском, Навском, Верском, Алданском и Мирнском районах.
Инициированы проекты доступности общественного транспорта, да, у нас было обращение, как бы, очень много мы говорим о том, что мы выступаем новые автобусы, и вот было обращение о том, что автобусы недоступны, да, по инициированной проекте, да, автобусы на самом деле доступны, просто водители обучены были пользоваться, и вот итоговым проектом стало вот это обучение водителей. Все наши автобусы городского транспорта теперь спокойно могут принимать людей маломобильный транспорт. Наш регион представил своего участника на всероссийском конкурсе получить качество, в этом году этот конкурс проводится впервые, а нашего региона приняли участие и вот победителем стал интенсивный театр благословения, который представил нашу республику на федеральном этапе в городе Москве в общественной палате Российской Федерации. Помещение для молодых интеграции, на котором находится два объекта, на которых необходимо обхватывать. Результаты переданы соответствующим органам и взяты на контроль. Здесь в ближайшем будущем люди, живущие в этих домах, смогут доступно проходить свои жилые помещения. Получится положительное решение от ректора, и оттуда это тоже очень большое как бы наше дело, определить психологическое занятие психотерапии для детей с инвалидностью новым зимним манежем. Вы построили новый зимний манеж, и как бы не разрешали там проводить уроки психотерапии. И вот благодаря нашему обращению дети начали занятия с февраля 2023 года. Но манежем без потерь не может также проведена работа по допустим, по поводу местной медицинской инвалидности. На территории аэропорта Екатеринбурга все видели, были в аэропорту и видели, что там парковочные места для инвалидов есть, и как туда попасть, никто не знает. Да? На данный момент выявлены нарушения по доступности, решается вопрос, каким образом теперь беспрепятственно будут родители и другие родители граждан, да? Пользоваться стоянкой бесплатно, да. Очень важный на самом деле вопрос. По инициативе социального фонда России по Республике Саха-Якутия авиакомпании «Якутия» по вопросу оформления билетов по именным направлениям по маршруту Якутск-Москва. Летом прошлого года, 2023 года, была проблема по маршруту Якутск-Москва, не было достаточное количество авиабилетов. И по итогам нашей встречи было принято решение оплатировать обязательный билет на каждом авиарейсе авиакомпании по маршруту Якутск-Москва для детей, нуждающихся в родственных билетах. Чтобы такой проблемы, чтобы иные талоны выделены, а билетов не возникало. И так вопрос. Стали традиционные встречи родительской общественной прокуратуры города Якутска. Они проходят у нас обычно в марте. На этих встречах родители могут задать свои вопросы и получить консультацию в дальнейших действиях. Также на встрече по плану инвалидов при президенте Республики Саха-Якутия было внесено предложение о совместном прохождении обследования детей и родителей. Причем это не только детей инвалидов, но и здоровых детей. Когда дети поступают в какое-либо медицинское учреждение, очень много времени занимает не только когда они проходят обследование кровь, анализы, да, но и родителям тоже необходимо пройти анализ. Вот это наше предложение, по которому родители будут сдавать необходимые обследования документы и будут получать направление от врача-педиатра, что существенно сэкономит время, было принято
И будет внедрено в медицинские учреждения, но мне обещали до марта месяца этого года. Впервые была организована родительское собрание Большим номер 34 представителями прокуратуры, надзорных органов, управления, Министерства образования, Международных существований вопрос, по которому было принято решение организовать впервые такое родительское собрание, где родители могли задать все интересующие вопросы, и многие из которых были решены. 1 января 2024 года, наверное, те, у кого дети учатся в школе, да, вы знаете, что увеличена сумма на питание. Вот, это стало возможным благодаря проектам, которые мы провели в октябре месяце, да, где недостаточно была сумма на обеспечение детей, инвалидностью ОВД, бесправным горячим питанием, что являлось нарушением января обязаны обеспечить. В апреле 2023 года председатель Республики принял совместное участие с представителем ИТ в федеральном проекте «Общественное участие в совершенствовании системы ИТ. Вовлечение развития муниципалитетов». Проект был с декабря года, и наш регион успешно принял участие в этом проекте. Также 17-18 года представитель России приняла участие в специальных форумах Хабаровска, где хочет иметь возможность обменяться опытом и что-то для себя, заявить какие-то новые положительные решения. Также 27 мая в городе Москва участие Николая Российской Федерации состоялся всероссийский юбилейный съезд КНД, на котором мы приняли очень активное участие. Ежедневно проводится большая работа по консультации правового сопровождения семьи, воспитывающих детей с инвалидностью, и также инвалидов старше 18 лет с ментальными и нарушениями, нуждающими в представительстве своих интересов. Также ведется работа с детьми, имеющими паллиативный статус, но они, конечно, решают обученные режимы статуса, невозможно обучение медикаментами, расходными материалами, системами необходимыми искусственного оборудования. Здесь вы можете посмотреть наши контакты. Как нам можно обратиться через колл-центр благотворительного фонда «Поискал», через электронную почту, контакты. Не опять не отключиться в на странице без внимания. Да, очень становится, конечно, пока меня тут тоже очень много. И я, пользуясь моментом, хотела подключить членские книжки. Это книжки вручаются членам ГВАРДИ для членов, которые вступили в ГВАРДИ в 2023 году. Эти членские книжки выдвинут по вопросу. Поэтому сейчас, когда они пришли, я бы хотела вручить по новой, я говорю, Анастасия Ильинична. И мы благодарим комиссию этиков за то, что всегда рядом с нами. То есть мы вот как
как сказать, максимально, да, близкие партнеры, работаем вместе. Я надеюсь, что 24 год будет таким же, поэтому благодарственное письмо с небольшим подарочком от нас. Спасибо большое за весь тот огромный вклад работы, который вы делаете в Спасибо. Спасибо. Я так думаю, что мы максимально контролируем деятельность Мартина, сколько это возможно. Сегодня, возможно, кто-то познакомился впервые с деятельностью. Для вас тоже может быть хорошим случаем партнер. Есть у нас также благодарные письма, еще которые не хотели бы не будете сейчас включать. Спасибо большое. Мы немного выходим из тайминга, как вы поняли. Я пыталась посчитать количество наших партнеров, у меня вышло примерно 105. Сегодня мы приняли решение о том, что всем вручать благодарственные, да, мы просто не сможем физически. И есть политика не благодарить коллег, сотрудников фонда на мероприятиях, это моя личная политика, может быть, она вполне верная, я не знаю. Но все же я хотела бы, чтобы в рамках таких итогов коллеги встали, все, кто сейчас в зале, ну, а мы поаплодировали за тот скромный труд, скромно оплачиваемый. Вот, это нормально, посмотрела, то есть, встанем, спросили, пожалуйста, это нормально, как минимум, да. Поэтому, ну, некорректно видите, да, это именно к нам вернулось 24 год, к нашей радости, любимой истории. С Антониной мы познакомились, скорее всего, в этом году. И благодарственные письма у нас есть, да? Елизавета? Когда мы говорим о фонде. Когда мы говорим о фонде. Ага, все. Да, на самом деле для меня это мероприятие было интересно в том плане, что я фактически его уже не готовила, находясь уже да, я не помню. Вот. Делали девчата. Сейчас у нас есть предложение к рассмотрению. Мы можем уйти на небольшой перерыв, после вернуться и поговорить родителями с сообществами, с ведомствами, с министерствами, которые сегодня здесь, или продолжить работу без перерыва. Как мы будем голосовать? Ага. Продолжаем работу без перерыва? Да, первые 10 минут все-таки коллеги просят. Благодарю за работу наши советы фонда. Те, кто сегодня, не отключаясь, работали с нами в Zoom, мы получали комментарии. Спасибо большое. Николай Николаевич. Вот, наконец-то мужчина с цветами на нашем мероприятии. Друзья, ну, всем понятно данной ситуации, так что пожелаем Любовь Николаевне чтобы все это прошло удачно. Да, примерно через месяц все это должно произойти, если все будет хорошо. Так, тогда объявляется небольшой перерыв, после этого мы очень просим вернуться сюда, а мы попробуем сейчас здесь немножечко проверить. Спасибо. Друзья, кто у нас находится в Zoom, не отвечайтесь. Если у вас есть какие-то предложения, вопросы, обратную связь, мы будем рады ее прочитать, озвучить и надеемся, что сейчас мы успеем ее и мы скоро до конца. Даёшь,
Начинаем. Да. Можно пересесть уже первые ряды. Если вы видите, что у вас показывают в зуме, не стесняйтесь, вас там не видно. Да. Садитесь поближе, покомпактнее. Да. Не стесняйтесь, ребята, тут тоже очень хорошо. Ой-ой-ой. Да. Да, у нас вот осталось немного, и во времени у нас мероприятие осталось уже почти год. Да. Анастасия Григорьевна, спроси, пожалуйста, она на связи, чтобы мы ее на экран... Анастасия Григорьевна, вы на связи? Вы нас слышите? Вы нас видите? Мы здесь. Пока мы, да, выясняли на связи Анастасия Петрова, я советую поисковики набрать Анастасию Петрова, для того, чтобы вы понимали, с кем у нас сейчас будет подключение. Она, конечно, скажет про себя, скорее всего, два слова, но все, это будет город, вы говорите, что я тоже... Микрофон и камера выключена. Анастасия Григорьевна. Анастасия, подойдите, пожалуйста. Сигнал у нас слышите, видите? Можно записать. Бордовой водолазкой. Так, подождите, сейчас мы... Анастасия Григорьевна вышла к нам на связь. Мы сейчас ее покажем. Подождите, Здравствуйте. пожалуйста, 5 секунд. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день, у нас добрый вечер. Да, у вас добрый вечер, у нас даже, можно сказать, практически только день начался. Прекрасно все видно, слышно. Спасибо, коллеги. Я тоже подключаюсь дистанционно по семейным обстоятельствам. Камеру не могу включить, боюсь вылететь. Надеюсь, вы меня слышите. Слышим. Слышите нас? Пермь Да. слышит. Сейчас мы не слышим, сейчас мы поднастроим, чтобы вас тоже было слышно. Хорошо, хорошо. А меня слышно же было, да, в зале? В зале, по-моему, звук пропал. Анастасия, скажите что-нибудь. Раз, два, Раз, три. два, три. Рада приветствовать вас. Мы вас перестали слышать. Все прекрасно, теперь мы вас слышим. Супер. Да, и она нас слышит, все прекрасно. Ага, хорошо, сейчас. Начинаем. Сейчас я все представлю. В общем, для совместной деятельности у нас по созданию центра дневного пребывания для детей с инвалидностью библиотека возможностей при ТДК Центра чтения будет организован данный проект. И у нас сейчас на связи Анастасия Гилева, автор проекта, который сейчас нам подробно все расскажет, как будет представлять из себя данный проект. Анастасия. Да, и несколько слов, Анастасия, про себя расскажите, будем рады. Хорошо, здравствуйте. Я так понимаю, что и родители наши, и дети тоже сегодня на связи. Я очень рада вас всех приветствовать из города Пермь, Пермский край. Я являюсь руководителем общественной организации защиты прав детей, инвалидов и их семей «Счастье жить». И, собственно, я тоже мама дочки с инвалидностью, Танечка, ей сейчас 13 лет. Собственно, как организация мы очень открыты для всех,
И если вы просто в поисковике забьете «Счастье жить Пермь» или happy59.com наберете в адресной строке сайт, вы обязательно к нам перейдете. У нас больше 22 проектов. Один из самых интересных и больших – это Дом счастья, где у нас есть янтарная комната, барабанная студия, много интересных вещей. Есть правовая поддержка и помощь. Мы оказываем ее абсолютно бесплатно для всех, в том числе с Якутии нам звонят, с Камчатки, с Калининградской области, с Москвы и Питера. Телефон горячей линии 8 800 250 33 41. Вы, безусловно, его найдете на нашем сайте. Кроме того, у нас есть большие IT-решения. Это детиос.ру, специальные развивающие видеоролики, йога в гамаках, лего-конструирование, логопедические разминки и зарядки. Но и сейчас, сегодня, да, я вам представлю проект, который у нас был организован в 2017 году при поддержке фонда губернаторских грантов Пермского края. И через год мы победили уже с ним в конкурсе фонда президентских грантов. И тем самым в Пермском крае сейчас 3 библиотеки возможностей: Красновишерск, Чернушка, это маленькие города, север и юг Пермского края, каждый из них от Перми удаленно 320 километров, а между ними 740. Вот. И, соответственно, в Перми это как центр компетенций. Что такое библиотека возможностей? И это то же самое, что и библиотека. Да, можно сейчас, кто открывает сайт, классно, можно открыть прямо проекты библиотека возможностей. Это пространство, которое организовано, вот если говорить про Пермь, в Центре психолого-педагогического сопровождения, а если говорить про Чернушку и Красновишерск, то на базе центральных детских библиотек. Это такое интересное пространство, вот чуть-чуть ниже, и там будут фотографии, которое содержит в себе золотой фонд. Это не книжки, это не какие-то литература, да, это именно развивающие пособия, сортеры, различные кубики Дейныша, Зайцева и так далее. То есть это то, что дорогостоящее, но при этом возможно к использованию после обработки. И в данной библиотеке возможностей у нас находится администратор-психолог, логопед или дефектолог по своему расписанию. Вот сейчас вот представлена картинка, это как раз среда свободной игры. Чуть дальше, глубже видны специальные мольберты, где дети вместе могут рисовать, где есть обычные игрушки, обычные книжки, где дети могут просто играть. А чуть поближе это среда для проведения мастер-классов и консультаций. Вот она трансформируется, можно как одиночные столики поставить, так и сделать это всем большим столом, вместе сформировать вот это как пазл. Здесь же проходят мастер-классы для родителей, здесь же проходят консультативные занятия, а также небольшие тренинги для специалистов по использованию тех или иных пособий. Важно понимать, что это ровно такое же функционирование, как и с книгами. Приходит родитель, ему подбирают под актуальное развитие ребенка материалы, дают на выбор разные форматы, то есть бывают бумажные, еще какие-то материалы, из фетра, из, там, не знаю, картона, из дерева, из пластика. В зависимости от потребностей и возможностей ребенка родитель уже сам ориентируется. И далее абсолютно бесплатно по договору безвозмездного пользования родитель берет эти пособия на 2 недели. Через 2 недели он либо продлевает это пособие, либо непосредственно его заменяет на другое. Собственно, проекту уже, как вы поняли, больше, чем 7 лет. И он реально востребован родителями. Мало того, его используют педагоги и также учреждения. Он открыт для всех и также бесплатен. Есть 3 разных варианта взаимодействия. Первое – это родитель и библиотека возможностей. В данном случае родитель может абсолютно бесплатно взять пособие до 3000 рублей и на 2 недели. Абсолютно независимо от стоимости пособий, может их использовать непосредственно в библиотеке возможности в самой внутри, потому что есть пособия стоимостью до 50, есть даже 300 тысяч рублей, которые очень сложные технические материалы имеют. Или какие-то авторские пособия, как, например, вот специально взяла из библиотеки Fornbrain.
он стоит 23 тысячи рублей, он допустим только для специалистов. Специалист может взять вот это вот устройство. Это, кто знает, косточковая проводимость, это не наушники. И ребенок четче слышит свою речь, или даже если речь еще не сформирована, эта штука очень классно логопедам помогает в запуске речи или отработке тех или иных звуков. Так вот, специалисты могут взять пособия и материалы до 50 тысяч рублей и на месяц. Учреждения, которые не работают с нами в проектной деятельности, могут взять на квартал стоимостью до 100 тысяч рублей. Те, кто работают с нами, это значит, у нас там есть ресурсные классы или ресурсные группы, то они могут абсолютно бесплатно сделать даже заявку на формирование комплектности, потому что некоторые пособия нужны в экземплярах, там 7 штук в школу, например, кубики Зайцева, да, и какие-то другие пособия. И мы иногда прям закупаем это под конкретные задачи школы. Собственно, это если вот совсем очень быстро так пройтись, библиотека возможностей Чернушки и Красновишерска отличается от библиотеки Перми. Почему? Потому что там не мы руководим этой историей, а уже непосредственно библиотечная сеть. Но что хочу сказать, после того, как организовали мы там на базе библиотек, то есть мы не платим зарплату педагогам, находящимся в Чернушке и Красновишерске, потому что они штатные единицы самих библиотек. Соответственно, библиотека выполняет свои уставные функции. С нами они только в партнерских отношениях. Мы являлись только лишь такими благотворителями в плане выиграть грант и полностью оснастить и запустить работу библиотеки в городе Красновишерский Чернушка. Мы сейчас курируем, помогаем, ищем волонтеров для проведения мастер-классов. Также родителей детей с инвалидностью вдохновляем. То есть все мастер-классы, они для библиотек бесплатные, потому что это, ну, как бы наша с вами, родителей, миссия, и мы, собственно, каждый точно умеет там, или мыло варить, или что-то вышивать, или что-то рисовать, или в целом можно такую очень в тесном кругу провести встречу, и эта библиотека как раз используется для встреч с родителями, как родительский клуб. Вот. В целом, если очень кратко, я, наверное, все рассказала, можно мне задавать вопросы. Так, наши гости, у кого есть вопросы? Да, Мария, давайте. Ой, тут немножко запуталась сейчас. Здравствуйте, Анастасия. У Здравствуйте. меня вопрос по этим комнатам. В этих комнатах детей можно оставить, да? Нет, эти комнаты, это игровая, то есть тут совместно с родителем ребенок приходит. Непосредственно свободной игры ребенок пока играет, мама получает консультацию педагога. Библиотека возможностей – это не центр пребывания детей, это именно центр компетенций и подбора пособий. Здесь можно проводить мастер-классы с детьми, но в присутствии родителей. А посещаемость какая? Примерно в день до 8-10 семей к нам приходит. Причем это не только дети с инвалидностью, даже многодетные, у кого есть или дети с инвалидностью, или они малообеспечены. Это получается получить консультацию педагога или психолога или логопеда, и плюс еще получить, ну, взять в аренду. Пособие на дом или прямо здесь позаниматься, тоже такое возможно. Подходит, не подходит для ребенка. Да, да. У нас очень часто такое бывает, что ребенок попробовал и все в целом задачу решил. И, соответственно, выбирается сразу другое пособие, и домой они уходят с более сложным пособием. Например, здесь ребенок позанимался. Бывает, часто родители приходят примерно на 3 часа. Например, первый час ребенок просто играет, и родители с психологом подбирают пособие. Потом они на мастер-классе остаются, там по расписанию планируют, а потом, например, ребенок уже пробует в этом пособии позаниматься. Так, еще кто хочет задать вопрос, что интересует? Может дать обратную связь по проекту? Ага, Инна. Здравствуйте, Анастасия. Вот вопрос в Здравствуйте. том плане. Те специалисты, которые проводят занятия, консультации или мастер-классы, как они, ну, система оплаты,
это из штата библиотеки или вот как это у вас происходит? Спасибо. Да, у нас, смотрите, как происходит. Библиотека города Перми под нашей юрисдикцией, да, и у нас там есть штатная единица, психолог, который администратор все время дежурит там, и даже суббота рабочая. Вот, получается, те, которые находятся в библиотеках, да, опорных, детских, центральных, штатная единица самой библиотеки. Но нам так повезло, в Красновишевске это обычный библиотекарь, но он с логопедическим образованием, ну так вышло случайно. Вот. А в Чернушке то же самое, только дефектолог. И это прекрасно, я считаю. Вот. И, соответственно, они обычную функцию выполняют, у них есть небольшая доплата за реализацию проекта от самой библиотеки. Вот. Но сами мастер-классы родители проводят либо сами, либо с привлечением волонтеров. То есть за мастер-классы не оплачивает ни библиотека, ни родители. То есть эти мастер-классы бесплатные для нас с вами, да, для родителей и детей. Но мы, получается, самоорганизоваться должны. Ну, то есть, условно, я хоть и не художник, но я точно могу провести мастер-класс по рисованию с детьми. Сделать там мишек или еще что-то, это в силу всех нас, родителей, мы все умеем, по сути. Или там из соленого теста сделать какие-то классные очень брелочки или какие-нибудь даже пособия. Мы, кстати, делали несколько мастер-классов, серию, когда мы просто на этих мастер-классах делали пособия, которые можно дальше использовать в работе с детьми по развитию их речевых функций, навыков и так далее. Даже карточки ПЭКС мы делали такой мастер-класс. Выдавали на мастер-классе бумагу для ламинирования, ламинатор и так далее. Но да, в данном случае расходные материалы мы берем на себя, как «Счастье жить», как организация, которая курирует этот проект. Спасибо, Анастасия. Меня зовут Анисия. Представляю организацию родителей детей с синдромом Дауна «Солнышки Якутии». Очень приятно. Очень хороший проект, прямо бомбический, можно сказать, у вас. А у вас есть кубики Нумикон? Есть. Вот, ну, наши любимые. Я знаю, да, это вот как раз под ребяток с синдромом Дауна, ресурсный класс у нас рядом с 122 школы, и у нас прям запрос был купить Нумикон, мы купили, обучили специалистов. Хорошо. И еще ментальная арифметика, вот такие вот, допустим, какие-то знания уже более школьные тоже могут, да? Тоже есть. То есть, по сути, у нас есть уже база, эту базу я передала, получается, к вам туда, в Якутск. Ее можно взять как опорную, то есть она, по сути, но пособия можно выбрать любые. Смысл в том, что есть определенные навыки, которые ребенку необходимо усвоить. Там, моторные навыки, речевые навыки, учебные навыки, математика, русский, там, окружающий мир, коммуникативные навыки, социальное обслуживание. И хорошо, если библиотека будет содержать эти пособия в полном объеме. Желательно те, которые максимально эффективные. И те, которые, как мы понимаем, в большем количестве будут востребованы, нужно иметь в нескольких экземплярах. 2-4. Потому что те, которые в одном экземпляре, они могут использоваться только в библиотеке, не забирая на дом. Понятно. А скажите, у вас обучение специалистов тоже, наверное, есть, да? Мы на базе Дома счастья проводим раз в месяц стажировочную площадку на 2 дня. То есть к нам приезжают первый день, это ресурсные классы, ресурсные группы и библиотека возможностей. Второй день – это полное погружение в Дом счастья и его структуру. Вот если открыть проекты и Дом счастья, вы увидите, что это вообще отдельное такое большое прочтение. Это не центр реабилитации, вот он в самом начале сверху слева. Это именно центр развития, центр адаптации, коммуникации детей. Чуть-чуть ниже, и там как раз можно пролистать фотографии. Нам дом выдали 3 года назад, вот он выглядел так плохо. Он был затопленным подвалом, 400 квадратных метров. И когда я в Якутск ездила, у нас вот он еще таким красивым не был, как сейчас, ниже на картинке. В октябре 2023 года мы его открыли. Так вот, вклад в дом сделал каждый родитель.
До сих пор у нас нет клиринга, у нас нет денег на это. Родители убираются, помогают нам с генеральной уборкой, с просто помыть туалеты и так далее. Папа помогают нам что-то прикрутить, и это именно сила сообщества. И я верю в то, что мы все, без исключения, это вот янтарная комната, и внизу, если чуть-чуть повыше поднять, там прям янтарь, 260 килограммов янтаря, который я привезла с Калининградской области 2 бортами самолета через Москву с вооруженной охраной бесплатно. И вот это, поверьте, я сейчас вам не сказки рассказываю, я ровно такая же мама, как вы. Я ровно так же, у меня ребенок с тяжелой множественной патологией. И у меня еще маленькая дочка, я сейчас одна их воспитываю, да, у меня там, я пережила очень жесткий развод. Но при этом, вот видите, да, наверное, я улыбаюсь, потому что когда мы что-то делаем такое, приносящее добро в этот мир, оно восполняет нашу энергию, и мы становимся в ресурсе. Поэтому это круто, если вы приедете к нам, мы вас обязательно примем. Обучение у нас абсолютно бесплатное. Мы периодически проводим всякие онлайн-курсы для родителей и для педагогов. Вот. И мы будем, ну, мы очень рады и открыты взаимодействовать и передавать, да, знания. Вот барабанная студия, она вообще первая в России, пока единственная такая. Но я очень, правда, хочу, чтобы подобные дома счастья появились. Вот, например, сегодня у нас 4 раза в неделю в доме пахнет пирогами. Я считаю, что это должно быть каждый день. И кто, вы думаете, печет эти пироги или сегодня печеньки? Мамы. Наши мамы, я в том числе иногда, когда у меня есть возможность, мы с детьми вместе, это мастер-класс по кулинарии. Да, у нас есть выигранный грант, да, у нас некоторые специалисты на зарплате, но тем не менее мы все равно поддерживаемся той, ну, как бы миссии, что мы все-таки сообщество, мы его формируем вместе. Это наш Спасибо, очень... спасибо, Анастасия. Пожалуйста. Наша хотела спросить. У меня вопрос по поводу аренды помещения. Кто оплачивает? Да, библиотека возможностей нам выдана никак, то есть на птичьих правах, которые находятся у нас вот в Перми. У нас соглашение о совместной реализации проекта. Все, мы там не платим ни коммунальные, ни аренду. Если говорить про библиотеки возможностей Чернушка и Красновишерск, которые на базе опорных детских библиотек, то там у них с нами соглашение о том, что мы просто в совместной реализации проекта находимся. То есть это не выделенные помещения для нас, это помещения библиотеки для реализации наших общих задач и миссий. Если говорить про Дом счастья, то это 1000 квадратных метров, которые нам переданы в безвозмездное пользование. Сначала сроком на 10 лет, сейчас, в том году было подписано соглашение по приказу губернатора на 30 лет. То есть мы за него не платим аренду, мы платим только коммунальные платежи. Но это 1,5 миллиона в год, но здесь мы ищем субсидии, различные гранты и так далее. Да, да. Спасибо. Пожалуйста. И еще пару вопросов, пожалуйста, потому что мне нужно выезжать. Я на время все подглядываю. Добрый день, Анастасия. Вот, Здравствуйте. буквально хочу немножко этот тоже вопрос задать, да, по поводу проекта, который здесь в Якутске будет, да. Получается, ну, я сейчас скажу, как я поняла, да, вот, и получается, создается пространство на базе библиотеки, и вот штатные работники библиотеки, они будут предоставлять услугу для, ну, не услугу, а вот именно Помогают с подбором пособий. Помогать подбором пособий и возможность дать нашим родителям вот именно в развитии своих детей, да? Да. А есть ли в этом проекте еще такая возможность, что возможно ли привлечение других, как сказать, специалистов, которые, вот вы же говорите, мастер-классы бесплатные, да? Но есть и другие специалисты, которые могут прийти на этой площадке, организовать какие-то обучающие вот эти мастер-классы. Можно, конечно, можно, если есть возможность финансовая. Вот когда мы выигрывали грант президента, у нас была сумма на зарплату, то мы приглашали аботерапистов и по сенсорной интеграции. Вот вы видели, там комната сенсорной интеграции была тоже организована, и она сейчас функционирует абсолютно бесплатно, в ней можно заниматься. Конечно, если будут финансовые возможности, это прекрасно, если библиотека будет наполнена максимально.
Но даже если не будет таких постоянных финансовых возможностей, главное понимать, что мы должны тоже самоорганизоваться. То есть где мы можем бесплатно провести, надо сделать это. Если где-то прям специалисты действительно очень высококлассные, дорогостоящие, то можно поискать и финансовые ресурсы на это, на реализацию. Огромное спасибо. Очень прекрасный проект. Честное слово, прямо как сказать, низкий поклон. И то, что Дом счастья, который вот у вас, да, это тоже все видно, что сделано от сердца. И низкий поклон, честное слово. Ну, по сути, это же мы с вами все вот проектируем. Вот важно вот это понимать. И я, когда, знаете, рассказываю что-то про счастье жить, всегда уже опасаюсь говорить. Кажется, что ой, как все круто. А начинали-то мы с сарафанного радио, и я сама рассказывала о правах и льготах родителям. Анастасия, Ой, как я рада, скоро малыш появится. Здравствуйте. На самом деле, да, мы ходили вот с этой путеводной для нас звездой, с фотографиями Дома счастья к нашему курирующему зампреду правительства. Да, пока в республике просто нет таких помещений, ну или правительство пока не видит ценности, чтобы такое помещение, как ваш Дом счастья, у нас появилось. Но лично меня вы очень сильно вдохновили на то, чтобы сделать, такой хороший ремонт в нашем молодежном центре «Среда», и мы приближаем нашу к среду, хотя она очень маленькая пока что, да, и там не так много квадратов, и нет стольких возможностей, но мы шаг за шагом стремимся к такому же Дому счастья, который мы, наверное, назовем у нас в Якутии как-то по-своему, да, подумаем по этому А поводу. рассказать секрет? Вот библиотека возможностей, картинку, которую вы видели, это все мы сами ремонтировали. Даже я была беременная с Аленкой, я еще не знала, что я беременная. Я красила, но там, правда, безопасные все краски для детей. Намек понят, Анастасия, да, Нет, вы можете курировать, вы это уже знаете, а я-то не знала. То есть, понимаете, смысл в том, что я хочу, чтобы родители вдохновились, что ли, что это от нас, от каждого зависит. Пока мы сами не возьмем кисточку или пока мы не сфотографируем эту парковку для инвалидов, ничего не изменится. В наших руках все. Здесь как раз находятся самые активные родители, которые двигают, красят, делают, ищут и бьются иногда в те двери, которые иногда не открываются. Спасибо большое вам за вдохновение, и мы именно для этого вас сегодня сюда к нам. Спасибо вам большое, и я побежала в следующую встречу. До свидания, хорошего вам вечера. Спасибо. До свидания. С нами в Zoom к нам подключена директор этой библиотеки ДТК «Центр чтения» Ирина Дранаева. Ирина, мы хотели бы вам дать слово. Можно без камеры? Ирина сейчас на больничном с ребенком. Ирина, как вы видите нашу библиотеку? И 2 слова про сбор, пожалуйста. Будьте добры. Спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте всем. Очень рада вас видеть в стенах нашей библиотеки. Надеюсь, меня хорошо слышно. Знакомые лица везде. Я сейчас не могу включить камеру, потому что, боюсь, интернет не выдержит и меня вообще выкинет, да? Но скажу пару слов. Значит, Анастасия Григорьевна к нам приезжала в прошлом году. Это был очень большой проект «Вдохновители». По вдохновителям мы работали несколько раз, и в первый раз нам приехал другой спикер по линии Росмолодежи, тоже отрабатывали, но там немножко другая тема была, и вторым гостем была как раз Анастасия. И у нее есть такой проект «Библиотека возможностей». Мы решили эту библиотеку возможностей открыть в нашей библиотеке, которая находится в центре города, очень удобно расположена, Ленина 1, 3-й этаж. Сразу скажу, что, как вы все видели, помещения совсем небольшие, у нас всего лишь 924 квадратных метра. Помещение нам не принадлежит, мы относимся к зданию оперативного управления технопарка. Но мы за него, конечно, не платим, потому что это республиканские помещения и прочее. Есть вариант открыть эту библиотеку, начать маленькими шажочками. Для этого мы с прошлого года сделали такой сбор вместе с попечительским советом нашей библиотеки и собрали небольшую сумму. Но для нас она была, конечно, очень большая. Это более 150 тысяч рублей.
по проекту Анастасии, открытие библиотеки возможностей по смете, она где-то, конечно, начинается от 300 тысяч, там на 500 тысяч можно оборудование найти, до 1 000 000 рублей. Но мы пока начали более реальных шагов и маленькими шажочками уже можем закупить на эту сумму, благодаря совместной работе с благотворительным фондом Хараскал, мы можем уже закупить необходимые методические пособия, развивающие игрушки, немножко докупить необходимое оборудование, даже мебель. Но это всего лишь первый шаг. Далее мы в этом году вместе с Анастасией хотим подать на гранты. Здесь как раз представители, наши коллеги, Движение первых, Самат, привет! Есть у нас время до 4 марта подать совместный грант. Ну, к сожалению, мы юридически, как казенное учреждение, не можем отдельной библиотекой возможности стать, но совместно с другими организациями можем подать документы на грант и в этом году уже расширить библиотеку возможностей. Я бы хотела, чтобы такая библиотека была в каждом округе города Якутска, не только в центре города, да, потому что многие семьи находятся очень далеко. Этот проект нужно продвигать. И не только в Якутске, но и вообще по республике Саха-Якутия. Поэтому желаю нам всем удачи, и я очень хочу, чтобы вот наше сообщество родителей тоже нас поддержало и активно вот вовлеклось в работу. А все, что нужно, библиотека, конечно, пойдет навстречу и будет помогать. Спасибо. Спасибо большое. В свою очередь, мы бы хотели пригласить родителей к обсуждению пространства, которое можно будет создать на базе Центра чтения. Поэтому, как и в случае, с чем бы вы могли помочь фонду, мы предлагаем вам подумать, как лучше можно было бы устроить реализацию этого проекта здесь, в рамках, еще раз повторюсь, Центра ДТК. Да. Если у вас сейчас есть какие-то пожелания, предложения, вы можете их озвучить. Если вы поскромничаете, то мы обязательно соберем отдельную встречу, которую посвятим реализации данной инициативы и обязательно спросим у вас, что важно или нужно учесть. Есть ли сейчас комментарии? Я, наверное, добавлю по специалистам. У меня есть сотрудники-библиотекари с соответствующим образованием, которые как раз вот станут администраторами этой библиотеки возможностей. Так что нам очень повезло. Наталья Николаевна, здравствуйте, помашите всем. Вот наш сотрудник с соответствующим образованием. Ага, Наталья Николаевна, пару слов, пожалуйста. О вашем опыте работы, пожалуйста. Она тоже очень много лет посвятила работе с детьми с ОВЗ. И вот пришла к нам в наш коллектив только в этом году. Наталья Николаевна Сафронова. Ну, я уже работаю почти, месяц, да? Ну, только. И будем, наверное, вот работать над этим проектом. Я сама проработала 20 лет в реабилитационном центре, да? Заместителем директора проработала, педагогом, в разных, да, стационар, полустационар. Решила, и у меня тоже ребенок с ОВЗ, но у меня дочка уже, 20 лет, мы уже студентка, да? Ага. Вот. Поэтому хотим вот как-то начать вместе работать, да, над реализацией этого проекта. Очень нужный проект. Спасибо большое. Я вижу Туяру Николаевну, представитель Национальной библиотеки. У нас есть направление по работе с инклюзивные проекты, и как раз Национальная библиотека нам в этом помогает. Наталья Николаевна, может, пару слов? Туяра Николаевна, ага, пожалуйста. Меня зовут Яра Николаевна, я ведущий библиограф Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Работаю в отделе комплексного обслуживания проектами и программами. Я тоже работаю с этого года. Инклюзивное обслуживание читателей с ОВЗ. У нас молодежь и вот пожилые, и вот старшего возраста. И вот, как говорится, я только учусь, и вот сегодня я вот очень отрадна,
что была вот в этом мероприятии, и в дальнейшем мы будем совместно работать. Будут какие-то предложения, желания, добро пожаловать в нашу библиотеку. Очень рады всегда, двери для вас открыты. Спасибо большое. Ну что, собираем обратную связь? Да, пожалуйста, мы будем рады предложениям, вопросам, что-то уточнять. По этому проекту. В рамках... все, мы ждем его. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Люся, Союз родителей детей, Солнышко Якутии, с синдромом Дауна. Очень бы хотелось, очень рада, что у нас такой проект создается, да, в библиотеке возможностей. И очень бы хотелось, чтобы для родителей детей с инвалидностью, особенно для матерей, именно какой-то день назначалось, да, какие-то мероприятия. У меня даже есть предложение. У меня как раз на днях обратилась ко мне бизнес-вумен, так скажем, да. Она хочет вот именно поработать с матерями, ну, детей, у которых воспитывают детей, которые вот с инвалидностью. Вот, да, хотелось бы личное какое-то такое пространство, где можно было бы сидеть, уединиться, да. И вот очень хорошо, как отрадно, что рядом с нашими детьми, да, дети будут заняты там занятия логопедом, дефектологом и так далее, а с мамами будут заниматься очень такие вот, ну, да, можно ли такое вот придумать, чтобы, вот, чтобы мы могли там прийти, провести какие-то мероприятия, встречи, и да, да. Хорошо, тогда я ей скажу. У вас уже есть такой человек, и она очень рада будет сотрудничать с вами. Спасибо. Давайте. Вот. И найдем еще других женщин, которые могли бы работать с женщинами, потому что энергию женщина получает только от женщины. Да, она детей на мужчин она тратит. Поэтому мы хотим энергообмен чистый, такой женский. Спасибо большое. Очень хорошее предложение, поддерживаю. Можно было бы создать такой наш книжный клуб внутри нашей библиотеки. Пока микрофон получала, забыл. Мысль потеряла. Так, про то, чтобы было пространство, где можно было бы мамам встретиться, да, поговорить друг с другом. И тут так, кому обратиться и как обратиться. Вот эту схему надо продумать. Да. Сарафанное радио работает. Да. Допустим, сейчас мамы, которые ведут свои блоги, мы напишем, что, оказывается, открывается такое пространство, и люди начнут что делать? Мамы, у которых появится какая-то идея, они куда им позвонить? И схема вот этого вот обращения, чтобы оно не затерялось, вот это надо очень хорошо продумать. Да, пожалуйста, обращайтесь к нам в библиотеку, сразу к нам на Ленина 1, либо на Ленина 40. Но по номеру телефона, по любому номеру телефона я могу набрать и сказать, о чем я могу сказать. Я хочу об этом услышать, чтобы каждый, вот, например, вот в Перми уже там ясно, понятно, да, они уже вышли, и родители понимают, родители туда идут. Вот эту вот схему продумать, чтобы любой родитель, который сидит дома, и она же долго решается, она наконец решилась пойти. Я слышала, что в библиотеке проводятся такие занятия. И вот эта мама, которая решила, что да, я могу туда пойти, познакомиться, пообщаться, да, как она могла вас найти?
там позвонила по одному номеру, сказали, перезвоните по другому номеру. Позвонила по... Вот эту схему очень хорошо продумать, чтобы мамы сразу точно нашли вас. Или как-то так. Хорошо, эту схему продумаем. Спасибо. Да, прямо вырвала микрофон. Можно? Да, да. Сроки проекта, я бы хотела уточнить сроки проекта. И вот, как сказала Мария, цели, задачи и основные вот направления. В общем, наша ассоциация тоже вот заинтересовалась этим проектом. И мы бы хотели предложить свои какие-то там ресурсы. Это тоже надо будет обсудить. Не сразу, конечно, но смотря какое помещение, какие там человеческие факторы, педагогические и какие-то другие там родительские сообщества, количественные показатели тоже нужны же. И вот сроки хотела бы узнать. Или вот как вот в будущем вот этот проект подразумевает свое развитие. Потому что мамочки у нас вот, долго собираются, пока год или там полгода не пройдет, вы можете не набрать количественные показатели. Да, ага. Они будут ждать отзывов, они будут ждать какие-то там это. Ага. Вот, и Айталина Прокопьевна что-то хотела прям. У нас занимаются дети с аутизмом, и у них вот с 2014 года в особом ребенке был проект «Мир в красках», и наши ребята очень красиво рисуют картины, рисовали, да, у них готовы еще есть картины. Мы вот хотели тоже выставку устроить ко дню 2 апреля, да, День информации об аутизме. Хотели об этом тоже на вашей территории, да, очень интересно. Оформлению этого пространства. Даже первый раз. Вообще классно. Да. Миром распишет. Фотографии закупленный зал, в котором помещается человек 30-35. И у нас идут дети, вот школа охотного родительства. Вот 2-3 раза в месяц проходят для родителей. Ходят вот психологи, коучи по темам. А как же вот насчет выставок? У нас сейчас как раз идет выставка зимний сад Северо-Восточного федерального университета. Зайдите на наш сайт, и там посмотрите специальные вот такие вот планшеты. Как раз для ваших выставок подойдут. Это он на сайте только, да? Или у вас? Хорошо. У нас вообще картины оформленные. Все. У нас осталось... Спасибо большое, Ирина, что вы к нам подключились, рассказали. Было приятно вас слышать. Поправляйтесь. Спасибо. До свидания. По срокам реализации, наверное, я скажу, да? Да. Мы планировали февраль-март, но Любовь Николаевна, наверное, лучше скажет, потому что сбор мы закрыли, нам осталось вот только закупить. Правильно, да, Любовь Николаевна? Да. Она, наверное, скажет. Слышно. Что? Спросить? Ага. В данном случае что уже сделали? Презентовали проект сейчас, да, как идею, собрали энную часть средств на начальном этапе, которые уже можно закупать, да? Следующий этап – это собраться с родителями и что-то покрасить. Ирина, а что именно мы будем красить и куда мы будем ставить полки, это зависит, конечно, от вас. Вот. Хорошо. В ближайшее время сразу. Вот здесь, где-то здесь, нет, где-то здесь. Я не знаю где, но в данном случае мы на данном этапе анонсируем следующую встречу, которая произойдет у нас в феврале. Ну и ждем Ирину с больничного. Ирина, спасибо большое. Можно отключаться. Давайте поаплодируем нашей такой хорошей дружбе. Да, спасибо. Я у Екатерины все забираю микрофон. Отдаю, да? Ладно, хорошо. Все. У нас несколько минут осталось до окончания. Пожалуйста, ваши пожелания.
ваши вопросы. В перерыве к нам подходили, спрашивали, когда это будет момент. Можно с места, я подойду, дам вам вопрос, любую обратную связь за сегодняшний день. Да, быстренько. Ага, все. Вот. Ага. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Так, ага, родители, здравствуйте. Управление образования, исполняющее обязанности начальника школьного, ну, общего отдела общего образования. Так, я вот в прошлом году с вами очень хорошо мы отработали насчет зачисления детей в первые классы ресурсные, да? Ага, в этом году, возможно, есть у вас дети, которые поступают в этом году, да? Так, есть, ага, мы ждем. В прошлом году мы так хорошо отработали, вот реестр составили заранее, да? И прямо точечно по каждому ребенку, с каждым родителем. И поэтому у нас, ну, конкретно вот так мы хорошо открыли вариант детей, вот вариант 7.2, 8.1, 8.2, ребенок вот с Дауном, вот школу 32-ю, да, вот они тоже вот сейчас они хорошо учатся. Ага, вот поэтому, так, ну, очень хорошо, что вот Харысхал у нас оберегает наших семей вот с детьми-инвалидами. Ну, хорошо так работаете, молодцы. И мы подключаемся, конечно, вас поддерживаем и вам помогаем тоже вот насчет зачисления детей в школу, да. И мы все знаем, что дети-инвалиды, вот они не только в коррекционной школе могут учиться, да, но и общеобразовательной школе тоже могут учиться. Но специально мы для них создаем условия, да, вот они, чтобы некоторые дети, они обучаются с нормотипичными детьми, но обычных классах, да, а некоторые вот на зоологии, если вот, допустим, такая сложная, как 8.3, 8.2, ну, вот такие мы ресурсные классы открываем. Ну, говорим, что это коррекционные классы. Вот. Ждем вас, управление образования. Как раз у вас зачисление в коррекционные школы, если вы планируете, то заявление вы подаете через госуслугу 6 июля. А потом еще вы к нам подходите, вот к нам наш отдел, да, со всеми документами, с прохождением, вот заключением ТПМПК, и вот мы там реестр составляем и прямо вот вам советуем, куда вот по месту жительства поступить или куда зачислить ребенка вот в коррекционную школу. Ну вот так, таким образом помогаем. В этом году мы тоже вот где-то в центре планируем на открытие, пока мы сейчас разговариваем на этот счет, планируем. Ага. Мы запускали идею, чтобы и презентовал его 3 года, которые нам пришли. И в этом плане даже те, кто компании, большая просьба оставаться с родителями, заполняли очень важно вопрос. Помимо денег, также на пути к этим Спасибо. Еще вот пользуясь тем, что можно задать с управления образования, если есть вот эти коррекционные школы номер 4 и 34, у них когда появится свое издание и ну, полноценные здания? Школа вот как раз строится, как раз, ага. Конкретно я дам дату, я никак... Нет, 4-я школа, специализированная школа, она строится. Очень хорошая архитектура, и вот это москвичи они строят, поэтому по всем канонам. Это по Пирогова номер 1. Нет, Пирогова 1, 4-я школа. Ага. На Пирогова 1. А 34-я они планируют. Вот, по-моему,
Пока нет, они, у них своего здания пока нет. Мы познакомились в 22 году, да, будучи я социальным педагогом приглашала, да, помните, на профориентационное мероприятие. Но 34-я школа мы будем, значит, сейчас уже сваи забиты, да, на Сергеляхском шоссе 10-й километр. Это бывшая территория лагеря Бинго. Бинго. Мы будем называться адаптивным комплексом. Да, здание строится на 550 мест. Так, школа. И плюс еще у нас будет в будущем детский сад. На 200 мест, да, планируется. Значит, планируем, значит, 100 мест для детей с ОВЗ и 100 мест уже, ну, скажем так, для обычных детей, да. Угу. И интернат у нас будет, это будет где-то на 150 мест. Комплекс большой. Сейчас в первую очередь у нас строительство будет проводиться этапно. В первую очередь у нас строится школа, ну и потом уже этапом будет детский сад и интернат. Но нам говорили, что 24-25, по-моему, год. Мы, конечно же, сами с нетерпением ждем, потому что мы находимся сейчас по 3 объектам. Это, конечно, сложно, да? И в этих проектах есть спортивные залы. Наши детки очень сильны в спорте. Благодаря Харысхалу мы участвовали в проектах «Спорт вместе по-настоящему». По сей день, буквально на той неделе, мы открыли спартакиаду детей с ОВЗ и инвалидностью среди коррекционных школ, да. И вот эти, конечно, настольные спортивные игры, они идут в первую очередь. Угу. Так, и, конечно, в будущем я уже... Как будет свободное время, я к вам нагряну, потому что посмотрела, опять ностальгия, да, тронула меня. И, конечно, в перспективу, чтобы у нас будет там свой стадион, будут спортивные залы, поэтому хотелось бы тесно сотрудничать еще больше. Давайте я подведу небольшое резюме вопросам по образованию. Дело в том, что это достаточно противоречивая и высококонфликтная сфера нашего взаимодействия. Для того, чтобы наше взаимодействие было продуктивным, мы должны в первую очередь консолидировать свои пожелания. И вот, например, совместно, я вот у Олеси Эдиковны представитель по вопросам образования. И, например, вот мы, ну, конкретно вот, да, расскажу сейчас, вот немножко камней в огород покидаю быстро. Был у нас вопрос, опрос анонимный. Нет, не было. Хорошо. Прошу прощения, сегодня без камней. Я просто хотела бы обратить внимание представителей образования, да, на необходимость отдельной встречи с нашими родителями. Именно живой встречи, не онлайн-эфира, а с руководителями сообществ, которые соберут заинтересованных родителей. Мы поможем такую встречу организовать, она необходима. Потому что очень много нареканий, вопросов в соцсетях. Давайте вот так вот лично пообщаемся. Спасибо большое. Как раз можно. Почему нет? Почему нет? Да. Кто еще сегодня из партнеров хотел бы выступить, сказать слово? Самат, конечно, как же, пожалуйста. Всем здравствуйте. Меня зовут Самат Ахлаевич Шамуратов. Я ответственный координатор направления движения первых по инклюзивному, да, занятости. Вот. И хотелось бы вкратце вам рассказать то, что в этом году мы будем делать большой упор на участие наших с вами ребят в различных федеральных проектах, потому что я для себя и вообще все региональное отделение ставит задачу, чтобы не менее 10 части всех участников проектов были это именно наши с вами дети. Немного вкратце анонс хочу сделать. У нас планируется в этом году это школьный фестиваль, театральный фестиваль «Школьная классика». Хочу предложить Алгысу участвовать на всероссийском проекте. В том числе также хочу предложить нашим с вами ребятам, которые очень хорошо выступают, поют, играют на музыкальных инструментах. Есть отличный проект «Звучи».
Он тоже будет проводиться в этом году. Помимо этого, сейчас у нас запущено направление «Это спорт и здоровый образ жизни», где наши с вами ребята, активные в спорте, могут участвовать, входить в состав команд школьных, либо можете самостоятельно организовать команды и участвовать в этих проектах, потому что в мае месяце, по-моему, да, если мне память не изменяет, будет проводиться всероссийская спартакиада первых. Для того, чтобы ваши и наши с вами ребята имели возможность участвовать в данных проектах, необходимо сделать всего лишь небольшой маленький шаг. Это стать членами движения первых. Первичное отделение при благотворительном фонде Хайрасхал есть. Вы с ними напрямую работаете, напрямую с ними взаимодействуете. Как вступить в движение? Там буквально несколько кликов, заполняйте самые необходимые данные. Об этом я, наверное, Айнаре, да, более пошаговую инструкцию дам. Если будет необходимость, можем провести встречу, так скажем, мастер-класс по заведению, там, регистрации на сайте и как вообще подавать заявки на участие на различных всероссийских проектах. Что касаемо региональных проектов, есть небольшие нюансы, но я со своей стороны хочу, чтобы это было при поддержке движения первых. Со своей стороны я постараюсь найти хотя бы человеческие ресурсы для того, чтобы поддержать все различные проекты. Помимо этого, уже с февраля по март месяц, да, или апрель, да, по грант первых, по 4 марта запущен грантовый конкурс, где различные индивидуальные предприниматели, в том числе и НКО, имеют возможность подать заявку. 15 февраля у нас планируется проведение обучающего семинара, где приезжает федеральный спикер, лектор, который может провести обучающий семинар по поводу, какие нюансы нужно проработать по подаче на гранты. Там сумма варьируется до 15 миллионов рублей, в зависимости от количества участников. Вот. Более актуальную информацию вы можете получать либо через наших партнеров, да, через наше первичное отделение благотворительный фонд Хайрасхал, и в том числе можете увидеть на наших официальных каналах, это телеграм-канал, ВКонтакте, либо на сайте будьдвижение.рф, либо Движение первых Республики Саха-Якутия. Вот. Хочу, чтобы мы все с вами дали больше возможностей нашим с вами ребятам, чтобы они самореализовывались и раскрывали свои потенциалы. Спасибо. Спасибо большое. Так, и... Ага. Как? Туда? Тут? Ага. Добрый вечер уже. Я представитель социального фонда. Меня зовут Дмитриева Надежда Виссарионовна. Так, что хочется сказать. Спасибо, конечно, прежде всего за приглашение. Я сегодня увидела, как много, безусловно, очень много работы было проведено и много предстоит, как я увидела. Это очень большая работа. Вот, что хочу сказать. В социальном фонде я занимаюсь по детским пособиям у меня. Если есть какие-то вопросы, вкратце, да, могу ответить на ваши вопросы. Конкретно какие пособия мы предоставляем, это включается единое пособие всем детям от 0 до 17 лет и беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Также это и есть ежемесячная выплата на первого ребенка, единовременные пособия при рождении ребенка, по уходу за ребенком, и также пособие беременной жене военнослужащего, ребенку военнослужащего, единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, и также пособие по беременности и родам. Если у вас какие-нибудь есть вопросы, я могу отвечу. Спасибо большое, что пришли, что были с нами. Так, Инна. Ага. Дорогие друзья, как партнеры, коллеги, хочу поблагодарить наш фонд Хайрасхал и сказать, ну, может быть, нужно ставить оценку 5 из 5.
Отчет, вот это вот новое введение, да, вот публичного отчета для нас это какое-то вот новое направление, и мы этому учимся. И очень благодарны вашей информативной поддержке, вашей и любой поддержке. Так что хотим пожелать и другим НКО, чтобы все дружили, все обращались и объединяли, стали какими-то дополнительными ресурсами для нашего фонда. И мы все за мир, за добро и за счастье всех детей. Спасибо. Все? 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 Давай. Пользуясь случаем, хочу выразить лично от себя искреннюю благодарность фонду Харасхал, Любовь Николаевне, Елизавете Александровне, всем коллегам фонда Харасхал за проект вот первый раз в инклюзивный класс, да, и другие проекты, в которых мы принимали активное участие, да. Действительно, вот вы сделали фурор. Лед тронулся, да, лед тронулся, дети приняты в общеобразовательные школы, да, с инвалидностью. Мой ребенок с синдромом Дауна принят в общеобразовательную школу. Он единственный ребенок, который сделал там тоже свой фурор. Он как несет свой флаг, как революционер, и сейчас коллектив школы 32-я без ума от моего сына. То есть администрация школы увидела, какие дети могут быть с инвалидностью. Они вначале были так вот, ага, так с напрягом смотрели, а сейчас, когда мой Арсен придет и кого-нибудь обнимет, да, и подаст руку, все, святой день начался. Солнечный день начался, день удался. Поэтому, пожалуйста, этот проект дальше продолжаем. И побольше счастливых деток в общеобразовательной школе. Даже дети поменялись. Обычные дети поменяли свой взгляд на детей с инвалидностью. Каждый вот приходит и здоровается с моим ребенком. Это для меня, как для мамы, вообще умиление, да. И когда дети не отличают, ты кто там, почему он не говорит, просто спрашивают. Они после уроков вместе играют во дворе. Минус 43, а дети там играют. Вот зачем мы пошли туда, да, чтобы не было отличия и чтобы ребенок не чувствовал себя изгоем. Спасибо вам большое за ваш труд и низкий поклон. Спасибо. Так было ценно на самом деле сейчас услышать эти слова, Люция, спасибо большое. Итак, мы завершаем наше сегодняшнее мероприятие. Я окончательно выхватила микрофон, как вы поняли, да? Выхватила микрофон, чтобы передать микрофон. Сейчас состоится такой торжественный момент передачи директорства от меня в виде микрофона к Елизавете, да. Потому что теперь будет ее задача вещать. Я ухожу примерно до поздней осени. Я надеюсь, что после я смогу вернуться, и все будет хорошо. 17 февраля мы хотели бы провести встречу Харасхал Плюс, вручить вон те дипломы, которые здесь у нас остались. Я проведу семинар грантовый, ну и в целом по ресурсам мы с вами более широко поговорим 17 февраля, поэтому заранее, пожалуйста, себе это зафиксируйте и проговорите с родителями, кто пойдет. Для нас это очень важно. Ну, выберем еще новое место для проведения, да, и пусть 24 или в среду придем, да, может быть, в среде встретимся как-нибудь мы, я думаю, что в каком-нибудь интересном месте мы проведем этот семинар, придумаем что-нибудь. Я благодарю тех, кто сегодня был с нами до самого конца, тех, кто в 2023 году нас поддерживал, меня лично поддерживал, потому что вы, скорее всего, знаете и чувствовали, что было иногда очень непросто, но, слава богу, этот год у нас получился, и получился ярким, интересным, необычным, и я лично очень горда за свою команду и благодарю свою команду за то, каким 23-й год мы вместе сделали. Ну и родителям прям махтал, улахан махтал. Спасибо. Так,
Передаю на самом деле фонд в надежные руки. Как вы поняли, к нам Екатерина вернулась в должности теперь замдиректора по внешним связям. Да, то есть такой вот у нее более расширенный функционал. Да, Марфа Романовна с нами остается, мы без нее никуда. Ну, а Елизавета будет рулить. Я прошу, чтобы вы ее поддержали, потому что молода, горяча. Иногда нужно слегка сгладить, да, Лизу, и она 100% даст еще более лучший результат на самом деле. Лиз, та-та-та-та! Я предлагаю, пользуясь случаем, Вера Петровна к нам так редко прилетает, она же снова улетит от нас. Давайте с Верой Петровной сфотографируемся. Да, да, в центр Веру Петровну в кресло, да. Ну, а мы все рядышком. Да, Катя командует, это ее любимая. Те, кто пониже вперед, то, кто повыше назад. Те, кто покруглее, тоже вперед. И те, кто +1 тоже. Да, все встаем. Можно попросить обратно вернуть свет задний? Да, вот свет мы отключили. Ага. Проходите, проходите, проходите. Садитесь. Все видят. Ага. Кафешку, да. И на шашлыки, и рыбу, и ягоды, и кёрчих, и все она делает нам. А можно нам задний свет? А можно нам задний свет в эту лампочку? Ага. Так, Сашу тоже разверните, а то у него будет спинка. Тогда нужно будет его немножечко, можно? Он этот. Ага. Задний свет, пожалуйста, врубите сюда. Так, мы плотненько стоим. Все улыбаемся. Ага. Сейчас я посмотрю по фотке. Все. Так, я выключаю